Почетные гости и участники форума занимают места в зале совещания, чтобы обсудить и совместно решить, какой будет информационная повестка 2018 года. К участникам и организаторам с приветственным словом обратился и полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавинцев, который не смог присутствовать на форуме. Пятый юбилейный форум средств массовой информации Северного Кавказа все же особенный. Впервые он проводится не в Пятигорске, а в одном из субъектов Северо-Кавказского федерального округа в Республике Ингушетия, которая в этом году отметила 25-летие со дня образования в составе Российской Федерации. Хочу поздравить с юбилейным форумом делегатов от регионов, а также выразить благодарность главе Республики Ингушетия Юнусбеку Бамадгиреевичу Евкурову за гостеприимство. Это пленарное заседание задает вектор всей работе медиафорума СМИ и той стратегии развития, которую участники для себя наметили. Дискуссия начинается с обсуждения темы сотрудничества средств массовой информации и власти, формирования положительного имиджа Северного Кавказа и других регионов страны. Важно не положительная, а объективная информация. Да, потому что положительных поводов всегда можно найти, отрицательных, а вот то, что формирует объективное восприятие той территории, на которой мы живем, работаем, которую мы стараемся сделать счастливой, где живут очень самобытные, интересные люди, вот это важно. И вот сухая статистика, которую мне мои коллеги дали, показала, что начиная с 2013 года информационное присутствие объективное относительно Северного Кавказа с позитивной повесткой, но это не приукрашено, увеличилось более чем 2,5 раза. На прошлых форумах представители власти и крупных компаний часто говорили о необходимости позитивных инфоповодов о Северном Кавказе. На пятом слете медиасообщества эта тема также затронута участниками. Открывая форум СМИ СКФО, организаторы ставили цель создать условия для творческого журналистского диалога и непосредственного контакта прессы с лидерами общественного мнения и представителями власти. Судя по всему, с задачей он справляется. Я считаю, что все темы важные, которые обсуждаются, потому что на самом деле актуальны и соцсети, взаимодействие СМИ и общества, СМИ и власти, да, понимание СМИ как такового, да, потому что сейчас оно вот все больше и больше стирается, и мы хотим, и мы уже ищем грань между профессионализмом и любительством, да, то есть вот где этот профессионализм, где это любительское, да, отношение, то есть вот, а что это такое, да, то есть вот сами какие-то понятия, сами какие-то ценностные ориентиры, они все равно ложатся уже в другую плоскость, да, то есть и мы понимаем, что и тут есть, как говорится, пространство для размышлений, да, и это очень важно. По мнению собравшихся, позитивный информативный поток создают инвестиционные проекты в регионах. Это и новые промышленные предприятия, и объекты инфраструктуры. Этот поток будет нарастать по мере реализации начатых объектов. Готовность общества, руководства республик, федеральных министерств, ведомств и в целом самого общества, готовность как реагировать на вот эти вызовы, а их будет завтра все больше. Человек, который выбрал для себя профессию журналиста, должен быть профессионалом своего дела, уверены участники заседания. Сегодня, когда пресса достигла такого уровня, при котором формируется общественное мнение, необходимо делать акцент на духовно-нравственные ценности и не забывать обо всем положительном, что происходит вокруг нас. Много говорилось о профессиональной гражданской ответственности мастеров слова. В обществе есть запрос на правильную, достоверную информацию, справедливые и объективные оценки, лишенные предвзятости в подаче фактов. Ответственность журналиста, если будет, значит, если он будет ответственно подходить к своей работе, значит, думать о последствиях информации. Вот Игорь Вячеславович Баринов, руководитель ФАДНа России, сказал: главное не навреди. Если мы будем работать принципом главное не навреди, значит, и журналист будет ответственным перед своим, значит, репортажем или информацию пустить, значит, в общество, вот только в этом мы можем, значит, использовать, скажем, СМИ на благо. Журналисты задают спикерам интересующие их вопросы. В основном в прессе коснулись возможности и ответственности представителей СМИ. То есть, если официально зарегистрированные средства массовой информации за каждое сказанное или написанное слово должны отвечать, то набирающим сейчас популярность интернет-ресурсам практически все сходит с рук. Сегодня очень назрела необходимость приравнять к ответственности ту ответственность, которую несут средства массовой информации, такую же ответственность должны нести и все информационные ресурсы, которые сегодня действуют в интернете. Получается недобросовестная конкуренция и неравная ответственность.
А главный редактор газеты «Карачай» Альберт Узденов, посвятивший республике песню, передал текст руководству Ингушетии. Господь миров вручил тебе заслуженно твой кодекс чести, твой галгай эздел. Разрешите вручить. Спасибо большое. Очень хорошие стихи. И насчет Ингушетии, жемчужин на груди Кавказа, прошу другие кавказцы не обижаться. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Султан Булгучев. Новости 24.